Это прогремело на весь мир. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация всплыла в мировых СМИ. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Genocide Watch, организация по наблюдению за геноцидом, заявила, что жители Горно-Бадахшанской автономной области подвергаются слежке, преследованиям и задержаниям со стороны таджикских властей. Заявление Genocide Watch опубликовано по следам событий в Хороге и Рушанском районе, где в результате подавления протестов погибли десятки человек, более 200 манифестантов задержаны. Официальные власти Таджикистана назвали протестующих членами организованных преступных групп, которые получали указания о дестабилизации обстановки в регионе из-за рубежа. Жители же говорят, что вышли на улицы только для того, чтобы защитить свои права. Авторы заявления Genocide Watch обвиняют власти Таджикистана в слежке, преследовании, задержании этнических помирцев. Они пишут также, что силовые структуры Таджикистана похищают активистов из ГБАО в Москве, чтобы потом на родине приговорить их к длительным тюремным срокам. Реакции властей Таджикистана на критику Genocide Watch пока не последовало. 18 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на встрече с руководителями местных и республиканских органов власти в Дангаринском районе, сказал, что отдал приказ о нейтрализации лиц, вооруженных оружием, потому что, по его словам, не было другого выхода. Они всегда заявляли, что действуют от имени народа Бадахшана. Они никогда не были и не являются таковыми. Мы должны четко понимать и дифференцированно подходить к этой проблеме. Я лично именно так воспринимаю эту ситуацию, добавил глава Таджикистана. Genocide Watch отмечает, что годы гражданской войны в Таджикистане, которая унесла жизни более 150 тысяч человек и привела к перемещению более 1,5 миллиона человек, жители ГБАО поддерживали объединенную таджикскую оппозицию, и это, как пишут авторы, является фактором, способствующим продолжающимся сейчас преследованию граждан в регионе. Общая площадь ГБАО составляет почти половину от всей территории Таджикистана, а вот численность населения там небольшая, около 220 тысяч человек. В заявлении Genocide Watch говорится, что большую часть населения ГБАО составляют помирцы, этническая группа, которая в языковом и культурном отношении отличается от остального таджикского населения. Большинство помирцев исповедуют исмаилизм и почитают лидера исмаилитов мира принца Карима Ага-хана IV. Другая часть жителей ГБАО – последователи ханафитского течения суннизма, как и большинство жителей Таджикистана. Как вы относитесь к такой статье? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Genocide Watch дает такие рекомендации. Евросоюзу, США и НАТО следует внимательнее относиться к гонениям на Памир в Таджикистане и потенциалу гражданской войны. ЕС и США при введении новых санкций против Российской Федерации должны рассмотреть возможность предоставления помощи экономикам Центральной Азии. Организация Объединенных Наций должна рассмотреть восстановление миссии наблюдателей ООН в Таджикистане, деятельность которых была прекращена в 1997 году. Genocide Watch, организация по наблюдению за геноцидом, является координатором Альянса против геноцида, который был основан в 1999 году. Альянс – первая коалиция организаций, полностью нацеленных на предотвращение геноцида. Сегодня состоит из более 50 организаций со всего мира. С 16 мая ситуация в Хороге и в Рушанском районе ГБАО резко осложнилась. 17 мая группа жителей Рушана перекрыла дорогу Душанбе-Хорог и попыталась препятствовать движению боевой техники в сторону административного центра ГБАО. На следующий день власти объявили о проведении контртеррористической операции, в ходе которой, по официальным данным, погибли 16 человек. Местные жители сообщают о гибели около 40 протестующих. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, возможно ли это назвать геноцидом? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!